день, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие коллеги. Уроки истории настолько важны и ценны, что забывать о них не стоит никогда. Через историю мы передаем смысл прошлого последующим поколениям. Глубокое знание своей истории, уважительное и бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать первые выводы из прошлого, сказал однажды президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Именно забота о сохранении нашей общей исторической памяти, высокая актуальность задач по историческому просвещению жителей нашей страны и в первую очередь подрастающего поколения легли в основу решения о создании целой системы исторических парков «Россия. Моя история» в разных уголках нашей страны. Исторический парк в городе Якутске стал 6-м по счету в стране и открыл свои двери 19 октября 2017 года. Сегодня нашему историческому парку исполнилось 5 лет. И важно отметить, что эта дата совпала с еще одной большой юбилейной датой для нашей республики. Это столетие Я СССР. Эти знаменательные события и даты мы открываем якутским обрядом благословения в исполнении артистов театра Локва. Kargıların
Перед вами выступили артисты театра «Олампо» нашей республики Саран, Иванида Бугулова, Анастасия Алексеева. Еще раз аплодисменты. Родина – это край чудесный, там, где синь небес, золотое поле и зеленый лес, ручеек звенящий и весенний гром – это запах хлеба, это отчий дом. Родина – родная наша сторона. Звучат гимны России и Республики Саха.
Мультимедийный парк «Россия. Моя история» – это масштабный интерактивный исторический проект, созданный по инициативе Патриаршего совета по культуре и Фонда гуманитарных проектов, поддержанный президентом страны. Сегодня проект включает исторические парки в 24 Российской Федерации и уже получил широкую популярность у россиян и в первую очередь молодежи, благодаря экспозициям совершенно нового формата с сотнями мультимедийных устройств, которые открывают школьникам и студентам новые возможности для изучения прошлого России. События, города, поля сражений и исторические личности оживают с помощью проекций и мультитач-приложений. Изучать историю помогают цифровые конструкции, анимация, 3D-моделирование и интерактивные игры. В то же время исторические парки сегодня – это крупные просветительские центры, где каждый может ощутить себя частью развития своей страны, своего региона, принять участие в самых разнообразных событиях и мероприятиях. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Мясникову. Уважаемые друзья, уважаемые гости, как было сказано 5 лет назад президентом страны, абсолютно справедливо, верно была поддержана инициатива о создании исторических мультимедийных парков «Россия. Моя история». И наш город с момента принятия этого решения стал активно реализовывать эту идею здесь, в городе Якутске, в Республике Саха-Якутия. И задача была, уважаемые коллеги, для участников этого процесса, тогда 5 лет назад, задача была непростая, абсолютно, скажем так, рекордные короткие сроки, за 7 месяцев на пустом месте нужно было построить современный мультимедийный исторический парк. И эта задача была решена в срок и абсолютно качественно. Я бы хотел сказать, что любая история – это и прошлое, и настоящее, и будущее. И с этой точки зрения хотел бы немножко вспомнить те сложные процессы, которые проходили, и мы реализовывали, соответственно, со всеми участниками процесса. И здесь было несколько участников, и президент нашей республики, и так далее, Егор Иванович Борисов, правительство республики, город Якутск, возглавляемый тогда главой нашей республики Алексеем Сергеевичем Николаевым, абсолютно все поддержали и оказали всестороннее внимание успешной реализации этого проекта. Со стороны правительства курировал, когда заместитель председателя правительства Алексей Прокофьевич Дичковский, который сейчас присутствует, мы регулярно и под его активным руководством координировали этот процесс. Я тогда был руководителем целевого фонда будущих поколений, на которое возлагалась задача обеспечения современным мультимедийным оборудованием. И финансирование было определено осуществить не за счет бюджетных источников финансирования, за счет компании «Газпром», а кураторство и общую координацию этой работы, когда вел Иван Владимирович Есин, руководитель фонда гуманитарных проектов, который также сегодня присутствует с нами в качестве почетного гостя. Именно такой благодаря слаженной работе, высокому профессионализму всех участников процесса, и строителей, и координаторов со стороны Москвы, фонда гуманитарных проектов, со стороны наших строителей, таких как МИК, НДР, которые строили этот объект. И, конечно же, благодаря координации руководства нашей республики проект был успешно реализован. Теперь, что касается настоящего. Вот сегодня на встрече у главы Алексея Сергеевича с Иваном Владимировичем, из руководителя исторических парков из наших крупных городов России, глава абсолютно справедливо отметил, что исторический парк «Россия. История», он нашел свое место в нашей республике, он состоялся
парка превысила более 430 тысяч посещений. Это достаточно большое посещение в наших масштабах, с учетом нашей численности. И об этом говорят наши гости и коллеги из Твиттера. И сегодня мы в год юбилейного столетия якутской автономии еще более внимательно относимся к текущей работе исторического парка, активизируем работу наших образовательных учреждений, работу наших всех учреждений культуры, тех, кто работает с детьми, с молодежью, на то, чтобы посещали, и каждый посетитель, который приходит сюда, он уходил с новым познанием, с твердой уверенностью и гордостью за свою отчизну, за свою историю своего народа, народа республики. И год столетия нами было принято решение и реализовано еще один новый проект в стенах этого парка. Это мультимедийная также выставка, посвященная автономии, столетию якутской автономии. И сегодня нам очень было приятно слышать от Ивана Владимировича о том, что и от коллег, о том, что абсолютно профессионально выполнен данный проект, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения технического обеспечения. Это нас окрыляет на будущее. Теперь о будущем. Сегодня мы в главе республики услышали от Ивана Владимировича о том, что на федеральном уровне принято решение о дальнейшем развитии этих парков с точки зрения смысла, содержания, так и с точки зрения технического обеспечения. И буквально в этом году, в текущем 2020 году, наш парк будет обеспечен новым необходимым технологическим оборудованием на сумму более 70 миллионов рублей. Это подчеркивает значимость и актуальность таких парков по всей России, и тем более в нынешних условиях. И наша обязанность использовать весь потенциал парка, потенциал кадрового состава данного парка нашего для всестороннего развития нашей республики, развития молодежи, детей, ведь это наше будущее. Спасибо вас, с праздником. Слово предоставляется руководителю Ассоциации исторических парков «Россия. Моя история», управляющему директору Фонда гуманитарных проектов и директору исторического парка «Россия. Моя история» в городе Москва Ивану Владимировичу Есину. Уважаемые, сегодня журналисты спрашивали, как так получилось, что Якутский исторический парк первым открылся на Дальнем Востоке. Безусловно, Сергей Васильевич прав, но я скажу так. Люди, главные люди, вот здесь, в Республике Саха, мы открыли для себя коллектив единомышленников, благодаря которому возможно было здесь, несмотря на условия грунтов, сидеров и так далее, за 7 месяцев реализовать этот проект. И последующие 5 лет подтвердили, что для нас исторический парк и республика является надежным партнером. Более того, где-то даже задавая тон, докручивая какие-то наши федеральные решения, предлагая свои идеи развития. Огромное спасибо той команде, которая под руководством Алексея Прокопьевича и Сергея Васильевича запускала этот проект. Без них ничего не состоялось. Здание стоит, слава Богу, и мы видим, что оно живет, развивается. С каждым годом, я уже 3-й раз в Якутии, и с каждым годом мы видим, что улучшается и само здание, развиваются экспозиции, появляется новое оборудование. Это значит, что внимание учреждению все-таки уделяется большое, несмотря на все вызовы текущего времени. Я вижу, как меняется и город Якутск. Дистанция между 2017 и 2022 годом, с одной стороны, небольшая, а с другой стороны, вот 3-й раз приезжаю в город и вижу, как он на глазах меняется, строятся новые кварталы, новые дома. Знаете, когда мы живем в одном и том же месте, много чего не видно, а вот когда ты посещаешь с какой-то периодичностью, ты понимаешь, что формируется то наследие, которое очень ценно.
Что касается развития самой сети исторических парков России «Моя история», следующий год – это год, который в соответствии с указом президента является годом педагога и наставника. Мы будем говорить в рамках наших экспозиций не только о педагогах, хотя педагог, конечно, это специальность важнейшая, потому что именно учитель формирует во многом, учитель и родители, да, формируют те смыслы, те ценности, которые следующие поколения транслируют в своей жизни. Но мы будем говорить еще и о героях, потому что герои нашей страны – это наставники. Вы знаете, вообще герои – это универсальный пример. Очень просто себя с героями ассоциировать и, как сказать, думать о том, а как бы поступил я, хватило бы у меня смелости, или хватило бы у меня смекалки, или хватило бы у меня знаний. В прошлом году мы запустили проект, посвященный 800-летию Александра Невского, его тоже в соответствии с указом президента страна праздновала. О чем мы там говорили, самое важное. Вот у нас Александр Невский, это Павел Корин такой здоровый богатырь лет 50. А на самом деле свои основные победы Александр Невский совершил в возрасте 19-20 лет. Он был мальчишка. И друзья его, дружина его, это тоже были мальчишки. И сегодня мы открывали выставку, и прям ком в горле, потому что герои, которые там представлены, это тоже ребята 19, 20, 25 лет, и это тоже мальчишки, у которых есть такой, знаете, стальной стержень, и благодаря именно этим ребятам у нас формируется то наследие, которое нам, конечно, нужно сохранять. В этом году мы говорили про Петра Первого. Тоже большая выставка прошла по всем историческим паркам, Петр Первый как герой. Вот тоже, знаете, не предугадаешь, но когда ты говоришь о Петре Первом, ты понимаешь, что он основал Санкт-Петербург как новую столицу империи на территории, которая принадлежала формально юридически в соответствии с международным правом того времени шведам. Порядка 10 лет эта столица стояла на территории международно признанной Швецией королевством. И несгибаемая воля Петра, молодого тогда еще человека, в 1703 году, да, она сотворила то чудо, то наследие, которым мы тоже все как страна восхищаемся, ездим в Санкт-Петербург, смотрим. А это воля вот этого тоже молодого парня, у которого была мечта о стране. Пусть историки спорят о его достижениях, его провалах, мы как просветительский проект должны показать вот эту мечту молодых героев, их усилия, порой нечеловеческие усилия по реализации этой благородной мечты. Вот сегодня я смотрел выставку, посвященную столетию республики. Был прекрасный экскурсовод, и он нам рассказал, что рассказал об основателях республики. А это тоже молодые ребята, молодые парни. Я даже позволил себе такое, знаете, это не уважение, это просто факт. Они были достаточно дерзки для того, чтобы в той непростой ситуации взять на себя полноту ответственности. Можно опять, пусть историки рассуждают об их, как сказать, ошибках, расчетах, идеологических платформах, но правда остается правдой, что молодые ребята смогли сформулировать план республики 100 лет. И это же тоже пример для современной молодежи, когда ты понимаешь, что на тебе колоссальная ответственность, и нужно принимать непростые решения, да, вот в этом молодом возрасте. И эти отцы-основатели республики, вот сейчас отцы-основатели, а тогда это действительно молодые ребята, горящие сердцем. Это тоже пример для нас, это тоже те герои, о которых мы должны говорить. Поэтому следующий год мы рассказываем о героях совершенно разных отраслей. Мы обязательно к этому творческому процессу, в творческий процесс пригласим наших партнеров из наших городов, потому что герои у нас везде. И, безусловно, Якутия со своим вкладом в нашу общую историю должна быть представлена совершенно особым образом. Вообще у исторических парков задача, с одной стороны, говорить о примерах истории, формировать действительно примеры героев. А с другой стороны, мы сейчас пытаемся эту работу проводить, формировать образ будущего, тоже вместе с вами. Образ будущего – это профориентация. Это профориентационная выставка «Лаборатория будущего». Это фестиваль профессий, который сегодня мы открыли и который сегодня проходит на площадке исторического парка, за что
где они счастливы могут состояться, в какой профессии здесь, в республике. Мы сегодня говорили, что объективно во всех сферах могут быть проблемы, но вместе с вами мы найдем и решение. Мы предложим ребятам образ будущего, в котором им будет интересно, который им будет интересно самим формировать. Еще раз огромное спасибо людям, всем руководителям, организаторам, сотрудникам исторического парка, жителям Республики Саха, которые посещали этот исторический парк, и, соответственно, он стал любим и интересен. Мы продолжим наши усилия, осудить их будете вы. Большое вам спасибо. За участие в реализации проекта по созданию региональных исторических парков «Россия. Моя история» благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вручается Соловьеву Дмитрию Ивановичу, директору автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Письмо президента России вручается Скрябину Александру Владимировичу, инженеру по безопасности музейных предметов отдела эксплуатации и безопасности автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Благодарственное письмо президента России вручается Пономареву Михаилу Борисовичу, специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности отдела научно-методической и музейно-выставочной деятельности автономного учреждения Республики Саха, музейный комплекс «Моя история». Для награждения на нашу сцену приглашается заместитель председателя правительства Республики Саха Сергей Васильевич Местников. За особый вклад в развитие Республики Саха-Якутия и за многолетнюю добросовестную работу в ознаменовании столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики юбилейным знаком Республики Саха 100 лет Якутской АССР наградить Борисова Виктора Борисовича, методиста по музейной образовательной деятельности автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история», глава республики Айсен Николаев. За вклад в развитие культуры и добросовестный труд благодарственное письмо заместителя председателя правительства Республики Саха Местникова Сергея Васильевича вручается Яковлевой Марии Алексеевне, руководителю отдела организационного обеспечения автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Благодарственное письмо заместителя председателя правительства Республики вручается Харлампьевой Елене Васильевне, администратору автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». За 5 лет с момента своего открытия наш исторический парк стал одним из главных культурно-просветительских центров нашей страны и республики в целом. Каждый год работа исторического парка – это 100, а то и более тысяч посетителей, сотни просветительских и иных общественно значимых мероприятий и выставок, отзывающиеся благодарными откликами из сердца якутян и гостей столицы. Слово для доклада представляется директор
директору исторического парка «Россия. Моя история» в городе Якутске, члену Общественной палаты Республики Саха Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Уважаемый Сергей Васильевич, уважаемый Иван Владимирович, дорогие коллеги, друзья. Прошло 5 лет, как открыл свои двери исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске. Это, конечно, незначительный, казалось бы, срок. Но этот срок достаточный для того, чтобы оценить его, результат его работы, сверить дальнейшие планы с нашими партнерами. И очень приятно, что сегодня в этом зале вместе с нами находятся люди, чьими усилиями, энергией и вдохновением данный проект ширится, наполняется идеями, которые с успехом претворяются в жизнь. Организационно-методическое руководство системы исторических парков страны осуществляет фонд гуманитарных проектов. И я очень рад сегодня видеть среди наших почетных гостей управляющего директора фонда, председателя Ассоциации исторических парков, директора исторического парка в Москве Есина Ивана Владимировича. Хотел выразить вам, уважаемый Иван Владимирович, глубокую признательность за всемирную поддержку и то, что вы нашли время, чтобы принять личное участие в наших мероприятиях. Я хотел бы также поблагодарить и представить своих коллег, директора исторического парка «Россия. Моя история» в городе Санкт-Петербурге Черняга Олега Александровича, а также директора исторического парка «Россия. Моя история» в городе Новосибирске Алексея Олеговича Пронина. Дорогие друзья, исторический парк в городе Якутске – это часть большого общефедерального проекта просветительского и патриотического проекта, направленного на распространение гуманитарных знаний, передачу эстафеты исторической памяти, традиционных ценностей нашего общества, воспитание молодого поколения, качеств ответственного гражданина, связывающего свое будущее с Россией, ее историей и культурой. Высокая актуальность этой задачи совершенно очевидна. В основе проекта лежат мультимедийные интерактивные экспозиции, посвященные более чем тысячелетней истории нашего Отечества и истории соответствующего региона. Важно отметить, что эти экспозиции полностью соответствуют историко-культурному стандарту, разработаны с участием ведущих специалистов из профильных научных центров и вузов России и рекомендованы Министерством просвещения России для использования в качестве учебного пособия для школьников. Также материалы исторического парка рекомендованы Министерством образования и науки России в качестве материалов для подготовки преподавателей высших учебных заведений и студентов, изучающих историю России в рамках университетской программы. Что касается контента по истории Якутии, он также разработан в рамках проекта «История Якутии» ведущими учеными нашей республики. Несколько слов об истории нашего проекта. Поручение о начале реализации проекта было дано главой Республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым 8 декабря 2016 года. Была поставлена задача в очень короткие сроки, уже в третьем квартале 2017 года открыть исторический парк. Данная миссия была возложена на заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексея Прокопьевича Дичковского, который находится сегодня с нами. Эта, казалось бы, невероятная задача была выполнена в установленный срок благодаря слаженной работе нашего инвестора в лице республиканской инвестиционной компании, генеральный директор Алексей Вячеславович, заказчика-застройщика общества стратегической ответственности РДР Групп, директор Татьяна Сергеевна Антикина, генерального подрядчика АО «Якутцемент», генеральный директор Мамедов Владимир и подрядных организаций. Я хотел бы в этот день высказать им всем слова благодарности, так как, несмотря на сложные условия строительства, крайне сжатые сроки, они справились с поставленной задачей, и сама конструкция здания и все основные инженерные системы функционируют штатно. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить Алексею Прокопьевичу за то, что проект был реализован не путем приспособления к уже существующим помещениям, что тоже рассматривалось как вариант,
этот зал принимает большие мероприятия республиканского и федерального управления. Здесь проходят яркие запоминающиеся события. Я бы хотел выразить вам, Алексей Прокопьевич, искреннюю благодарность за наш комплекс и общее руководство реализации данного проекта. Приобретение всего мультимедийного оборудования для экспозиции исторического парка было профинансировано за счет средств пожертвования акционерного общества «Газпром» на сумму более чем 120 миллионов рублей. И здесь нас очень поддержала профессиональная команда фонда будущих поколений республики под руководством Сергея Васильевича Лесникова. Я пользуюсь этой возможностью, хотел также выразить вам, уважаемый Сергей Васильевич, искреннюю признательность за оперативно проведенную работу с «Газпромом», что, в общем-то, было непросто. Дорогие друзья, коллеги, целью исторического парка является сохранение и популяризация истории становления и развития Российской Федерации и общественно-политической истории Якутии. Главная задача – это реализация проектов и программ, которые в полной мере формируют историческую культуру, освещают и популяризируют отечественную историю, сохраняют национальную память. Основными направлениями работы исторического парка, как музейного учреждения, является музейно-выставочная и экскурсионная деятельность. Основным показателем выполнения государственного задания Министерства культуры и духовного развития является посещаемость выставок и мероприятий. На таблице приведены данные о том, как наш музейный комплекс выполняет государственное задание учреждения. Ну, здесь, правда, в 2020 году было изменено государственное задание, мы не совсем правильно отразили, оно было уменьшено, соответственно, мы выполнили это государственное задание по понятным причинам, вы знаете, почему оно было сделано. Мы уверенно держимся в той период музейного учреждения, наряду с главными музеями нашей страны. Это Якутский музей и Национальный художественный музей. Что говорит о том, что контент и услуги, предлагаемые историческим парком, и проводимые здесь мероприятия и выставки, вызывают живой интерес жителей региона. Общее количество посетителей выставок и экспозиции за 5 лет составило чуть-чуть состояние на границе идеального. 431 985 человек было проведено около 6 тысяч экскурсий, почти 150 выставок, более 600 культурно-массовых просветительских мероприятий. Конечно, по мере выполнения позиции на нашей работе мы видим резкое снижение посещаемости в 2020-2021 году. Нам пришлось кардинально регистрировать свою работу в этот период, как и все музейные учреждения. Вот памятник Сословной Российской Федерации исторического заняли примерное место по количеству атрибутов, по количеству мероприятий, проведенных на онлайн формате. Даже школа коллективу парка учащена благодарность председателя комитета руководителя администрации президента России Антона Ивановича Ванина. Тогда количество посещений наших онлайн-мероприятий, выставок и прочих наших поводов достигло отметки 2,5 миллиона человек. Теперь несколько важных моментов, касающихся музейно-выставочной деятельности, которые я хотел бы отметить. Во-первых, это крупные федеральные выставочные проекты, которые транслируются по всей системе исторических парков, командой фонда гуманитарных проектов. В 2020-2022 годах были реализованы следующие проекты. Это память поколению, Великая Отечественная война, изобразительному искусству, 2020 год, которая дала возможность более чем 250 тысячам наших граждан проникнуться в тему Великой Отечественной войны через картины, выдающихся художников того времени в мультимедийном формате. В 2021 году ярким выставочным проектом, посвященным теме Великой Отечественной войны, стала выставка «Вспомним». Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото, видео военных лет и построена по принципу художественного фильма. Также в 2021 году состоялись выставки Александра Невский «Судьба России» в формате графического романа. Ранее выставок с применением такого формата на территории России вообще не проводилось. Была проведена выставка «Роль учителя в истории России», которая проходила в исторических парках 13 регионах и была призвана продемонстрировать образ профессии учителя через демонстрацию ее исторической значимости, гуманистической миссии педагогов. В этом году наша система представила широкой общественности выставку «НАТО. Хроника жестокости», которая рассказывает о сущности блока НАТО, о многочисленных конфликтах, которые были инициированы этим военно-политическим блоком во главе США, Хиросимы и Нагасаки, развязывание многочисленных
войн на разных континентах до участия в текущих событиях на Украине. Должен отметить, что по нашему предложению был издан приказ Министерства культуры и духовного развития республики, и коллективы всех учреждений культуры посетили эту выставку. Буквально несколько дней назад завершила свою работу очень интересная выставка «Жизнь с вирусами». Это совместный проект Политехнического музея, Национальной иммунобиологической лаборатории, корпорации «Ростех». «Жизнь с вирусами» рассказывает, как эпидемии влияли на жизнь человечества, как устроены вирусы и о борьбе человечества с ними. Значительная часть выставки посвящена эпопее COVID-19. Я почему так детально останавливаюсь на этих моментах? Потому что это говорит о совершенно неисчерпаемом ресурсе исторических парков в просветительской работе с населением по разным направлениям, который нам всем нужно эффективно использовать. Под непосредственным руководством Фонда гуманитарных проектов совместно с региональным оператором Центром опережающей подготовки республики с 2021 года мы реализуем один из корневых проектов нашей системы мультимедийных профориентационных выставок «Лаборатория будущего» в рамках проекта «Билет в будущее» нацпроекта образования. В этом году на выставке в прошлом году было представлено 300 профессий. Охват школьников этим проектом в прошлом году составил 1150 детей с 6 по 11 класс. В 2022 году охват выставки составит около 2000 человек, а 800 школьников станут участниками уже фестиваля мы сегодня открыли, фестиваля профессий, и смогут пройти 16 профпроб от 12 СУЗов и потенциальных работодателей. Если говорить о наших собственных выставочных проектах, то их число неуклонно растет. Мы специализируемся на организации мультимедийных и смешанных выставок. Спрос на организацию таких выставок тоже очень высок. Среди наиболее ярких наших проектов можно отметить выставки «Куда ушли мамонты», наверное, все помнят, которую мы выполнили совместно с Академией наук в 2018 году. Ее посетило около 9000 человек. В год театра в 2019 году мы провели выставку «Театр ДОК» об истории якутского театра, а также фотовыставки «Первозданная Россия», которую в тот год посетило 6000 человек. Этот проект мы решили реализовывать ежегодно. Также 6000 человек посетило выставку оживших работ молодой художницы Кыданы Игнатьевой. Это был первый опыт подобной выставки в республике. Выставка «Победа-75» в 2020 году, которая объединила в себе целый ряд наших проектов, посвященных Великой Отечественной войне, стала венцом нашей совместной работы с музеями республики, поисковиками, коллекционерами, а также Музеем Вооруженных сил России. Выставку финалистов фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» посетило более 4000 человек. В прошлом году, в год науки и технологий в Российской Федерации, мы вместе с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН реализовали очень интересный выставочный проект «Академическая наука и технологии в Якутии». Эта выставка имела несколько этапов от истории до современности и сопровождалась мастер-классами для детей, встречами с учеными и многими другими интересными событиями. Ну и венцом нашего творчества можно назвать выставку «Современная история Якутии», посвященную столетию нашей автономии, о которой уже коллеги говорили. Она сейчас работает на первом этаже и будет работать до конца года. И я всех тоже приглашаю, если кто-то не был, ее посетить обязательно. Научная основа выставки подготовлена нашим ведущим научным учреждением, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера-Суран, под руководством Сарданы Ильиничны Бояковой, доктора исторических наук, руководителя Арктического центра института. Дизайн-проект, а также в этой работе принимали участие наш Северо-Восточный федеральный университет, а также ряд экспертов. Дизайн-проект выставки и обработка контента велись с партнерами проекта. Это дизайн-студия Сулучан Арт и студия Номадо. По состоянию на сегодняшний день выставку посетило 9000 человек. Несмотря на условия, пожары и так далее, все-таки это число говорит само за себя. Так.
Как уже было отмечено выше, исторический парк сегодня – это крупный культурно-просветительский общественный центр, в котором постоянно кипит жизнь. Ежегодно в наших стенах проходят более 100 разнообразных мероприятий. Мы постоянно находимся, что называется, на гребне волны. Пробуем все новые форматы взаимодействия с публикой, идем навстречу интересам посетителей. Тут указаны на слайде ряд мероприятий, которые можно было бы отметить. Допустим, это фестиваль «Наука 0+.» В 2018 году он собрал 16 тысяч участников. Вот в этом зале и во всех помещениях нашего комплекса. Проходил республиканский карьерный форум по линии Министерства молодежи. 4000 участников приняли. Итоговый концерт республиканского конкурса хорового искусства собрал 1150 человек за один день вот в этом зале. Этот фестиваль назывался «Славим своими песнями Родину нашу». Форум «Армия-2021» в прошлом году собрал 5000 человек посетителей. Методистами парка разрабатываются тематические экскурсии, квесты, викторины. Проводим даже пешие и автобусные экскурсии и иммерсивные спектакли. Проводятся семейные выходные, другие программы выходного дня, военно-исторические реконструкции. Сотрудниками создано и реализовано социальных, информационных, научно-популярных и образовательных проектов 17 проектов. Среди них особенно, наверное, всем известно, это Сахаль-Ториум, музей рецептов, гид Якутска и почтовые открытия Якутии. В основе нашего плана, несомненно, лежит календарь государственных праздников, памятных дат, дней воинской славы, ежегодные образовательные и культурные акции, общероссийские и республиканские фестивали. В парке работает медиацентр, который сопровождает наиболее значимые мероприятия и выпускает тематические передачи. Политика нашего исторического парка такова, что мы всегда открыты к сотрудничеству с системой образования, научным сообществом, краеведами, молодежными организациями, благотворительными фондами, организациями, деятельность которых направлена на решение актуальных социальных проблем, на воспитание подрастающего поколения граждан. И мы создаем все необходимые условия для совместной работы. Среди наших партнеров Министерство образования, Управление образования городского округа города Якутск, Департамент по охране объектов культурного наследия Якутии, образовательные и научные учреждения, молодежные и общественные организации, Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Якутии, Якутское отделение Русского географического общества, Якутское отделение военно-исторического общества, Якутское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Якутская кадетская школа-интернат, Якутский региональное отделение юнармии, детский подростковый центр, детский центр Берегиня, ДОСААФ, клуб реконструкторов «Красный Восход», фонд «Харыскал», коллекционеры Якутии и так далее, и так далее. Даже среди наших партнеров такие организации, как Управление при главе Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. С ними мы уже ряд лет проводим комплекс просветительских мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией. А также у нас налажено тесное сотрудничество, не поверите, с УФСИН, которое нам помогает изготавливать реквизит для выставок. Значит, избушку ученого-полевика они нам, значит, предоставили, копии оружия, которые мы используем в разных наших мероприятиях. Вот. А также изготовили и подарили нам статуи мамонта, быка и лошади. Вы, наверное, видели около здания музейного комплекса, которые привлекают детей, семьи, одновременно являются символами нашей известной якутской сказки про зиму, про лето, ну а мама, по сути, один из брендов Якутии. Кстати говоря, мы ежегодно дарим нашим посетителям, а также самым маленьким новогоднее представление. В прошлом году упомянутая якутская сказка нами была авторски анимирована, озвучена и стала нашим подарком для детей в новогодние праздничные дни. Конечно, мы тесно взаимодействуем с музейным сообществом, ведем собственную фондовую работу. У нас очень творческий, профессиональный и довольно молодой коллектив, влюбленных в свое дело людей. Благодаря этому мы реализуем многочисленные просветительские, культурно-массовые мероприятия самых разных форматов и уровней. В своей работе мы ориентируемся на практически весь возрастной срез нашего общества. Исторический парк располагает современной технологической и материально-технической базой, оснащенными помещениями,
а также кадровым потенциалом, представляет серьезный ресурс для системы образования, некоммерческого сектора, социально ориентированных НКО, молодежных и иных организаций, науки, органов государственной, муниципальной власти, отдельных сообществ и так далее. Основная часть нашей работы все же связана с системой образования в республике. И здесь основной, наверное, такой технической проблемой, которую пока еще не удается решить, это обеспечение групп школьников транспортом для организации посещения нашего музейного комплекса и мероприятий соответственно. Нашими методистами совместно со школами разработаны календарно-тематические планы проведения уроков истории России в историческом парке на основе постоянных экспозиций. Работа с детьми охватывает все возрасты, начиная с дошкольников, выпускников школы и студентов среднего и высшего профессионального образования. Буквально на днях, 17 октября, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи, детей, в том числе поручение было дано Минпросвещению России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества обеспечить разработку согласованного подхода к преподаванию истории субъекта Российской Федерации, истории родного края в рамках основных образовательных программ начального, общего, основного и среднего общего образования, а также поручения, касающиеся обеспечения цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, проведение анализа документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания. В этом контексте сеть исторических парков следует своей главной миссии – воспитанию поколения граждан, способных стать надежной опорой своего Отечества, является эффективным и важным инструментом для организации работы с населением. Мы очень рассчитываем на взаимопонимание и тесное сотрудничество с Министерством образования и науки Республики, Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики, Управлением образования города Якутска и всеми, кто работает с нашим подрастающим поколением. Я думаю, что мы должны сесть и совместно разработать некие планы совместной работы. Еще одним важным инструментом для эффективной работы учреждений культуры с молодежью является Пушкинская карта. Мы вошли в этот проект еще в сентябре прошлого года. За этот период нами заведено в систему Пушкинской карты более 55 мероприятий. Реализовано 2034 билета. Вместе с тем до сих пор мы, к сожалению, зачастую встречаем группы школьников и молодежи, не имеющих Пушкинской карты, а стало быть, не использующих предоставленную государством возможность для посещения самых разнообразных культурных мероприятий, несмотря на то, что возможностей для этого в столице более чем достаточно. В заключение хотел бы выразить вам, дорогие коллеги, друзья, искреннюю признательность за сотрудничество и выразить надежду на то, что наша совместная дальнейшая плодотворная работа будет способствовать достижению общих целей, стоящих перед нашей страной, и в первую очередь по воспитанию такого нового поколения нашей страны, которому мы, без сомнения, сможем доверить свое будущее. Спасибо за внимание. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Левочкину. Мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития, уважаемый Алексей Пыркович, уважаемая Танина Афанасьевна, мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития сказать слова приветствия всем участникам сегодняшнего совещания и, конечно же, коллективу, который празднует сегодня самую первую юбилейную дату, 5 лет, действительно очень небольшая дата, но за это время было сделано очень многое. И, конечно, хочется поблагодарить коллектив за то, что он никогда не останавливается на достигнутом, несмотря на то, что, конечно же, как у любого учреждения, у него есть свои хозяйственные проблемы, и не все они до конца решены. Этот коллектив является действительно самым молодым в нашей сети учреждений из 39 учреждений.
и действительно очень творческим, очень созидающим и коллектив, который вносит новые проекты, новые предложения, новые какие-то инициативы, которые поддерживаются в том числе на федеральном уровне. Коллектив активно участвует в грантовой деятельности и получает гранты на то, чтобы реализовывать интересные, познавательные и очень своевременные мероприятия, в том числе для подрастающего поколения. Конечно, за эти годы учреждение стало действительно центром притяжения для вот именно этого городского пространства. Здесь вырос целый жилой квартал, который, конечно, активно тоже посещает события, которые здесь происходят, но и стал центром притяжения вообще всей общественной жизни нашей республики. Площадка пользуется большим спросом, всегда здесь даже очередь есть у общественных организаций, у всех структур, которые задействованы вообще в работе с населением, всегда стоит очередь с тем, чтобы занять эту площадку, чтобы провести здесь интересные, познавательные и необычного формата мероприятия. И в этой связи хочу, конечно же, поздравить коллектив, пожелать новых творческих успехов. У нас действительно вообще вся эта система музейных парков, она является, конечно, уникальной и необычной, и, скажем, то, что мы, не знали, как к этому действительно приступить, но которая набрала свою силу и сегодня представляет собой такой очень мощный ресурс, в том числе общественного влияния. Мы благодарим, конечно, за эту инициативу, за то, что вообще появилась эта система наших федеральных кураторов, Ивана Владимировича, поскольку действительно мы нашли вот в вашем лице поддержку тех проектов и инициатив, которые реализует наш парк, и у нас действительно очень такой талантливый коллектив, и все те проекты, которые можно было реализовать, которые были реализованы на этой площадке, они, конечно, не состоялись бы без вашей поддержки, поскольку это, конечно, очень такие сложные технологические решения, включая наш компонент, который мы включали в общей экспозиции, вот эту нашу отдельную выставку, которая посвящена столетию автономии республики. Потом у нас были обмены еще с другими регионами проекты, это с Татарстаном. Мы отвозили в Татарстан нашу выставку, Татарстан привозил к нам. И это не было бы возможно, если бы мы не получили поддержку от головного офиса, который нам обеспечил техническую поддержку всех этих решений. И, конечно, это действительно удивительный коллектив, который смог произвести вот этот продукт, который мы сейчас передаем нашим зрителям, поскольку над ним работали высококлассные специалисты из самых разных областей. Это историки, это люди, которые писали тексты, которые действительно берут за душу, когда ты ознакомливаешься с содержанием, они не оставляют, наверное, никого равнодушным, тем более молодежь. Это, конечно же, дизайнеры, художники, которые трудились и вкладывали свой талант. Это технические специалисты, программисты, инженеры, которые обеспечили работу всего этого сложного нового оборудования. Это действительно очень большой такой новый формат, который на самом деле закладывает семена нашего подрастающего поколения, которые обязательно прорастут. И мы увидим эти результаты, они действительно будут видны по всей стране. То, что сейчас происходит, конечно, в политической арене, это то, что было заложено тоже кем-то когда-то. То, что было направлено на деструктивные какие-то процессы. И система парков, музейных комплексов России «Моя история», они должны, конечно, переломить эту ситуацию. И мы в это верим, и я думаю, что мы все сможем это сделать. Мы также благодарим, я сразу тогда вручу наш подарок, это эпос. У нас, знаете, есть национальный эпос, который посвящен героям нашего народа, которые являются защитниками, которые вставали на стражу нашего народа от врагов, от тех, кто хотели похитить
наше счастье. И вот я хочу передать такой эпос нашему гостю Ивану Владимировичу. Да, он переведен на русский язык, и я думаю, что, может быть, он тоже вас вдохновит на дальнейшие совершения. Владимиру Ивановичу, творческому коллективу, молодому коллективу, который действительно заслуживает всяческих похвал. Я думаю, что нам с Дмитрием Ивановичем очень повезло, поскольку Дмитрий Иванович смог действительно наладить контакты с самыми разными сообществами нашей республики. И нам очень повезло с этим руководителем, поскольку он к нам пришел в другой сфере, сфере науки, и действительно как раз-таки вот, связать научные сообщества, деятелей культуры и искусства и создавать такие совместные, интересные, уникальные проекты с нашими партнерами из разных сфер и с партнерами внутри нашей сферы. Я думаю, что это действительно большая заслуга. Я хочу передать такой приветственный адрес Дмитрию Ивановичу. Буду его зачитывать, и сегодня я должен вручить еще ведомственные награды, конечно, представителям нашего, одного из самых любимых, не скажу, что самого любимого, поскольку есть представители других коллективов, но действительно одному из самых любимых коллективов нашей республики. За вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха» Газизова Евгения Анасовича за педагогической и музейно-выставочной деятельности автономного учреждения Республики Саха-Якутия музейный комплекс «Моя история». За плодотворную трудовую деятельность и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия наградить почетной грамотой Министерства культуры, духовного развития Республики Саха Дьячковскую Марианну Артуровну, заместителя директора автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики наградить Брусенина Александра Александровича, инженера-энергетика отдела эксплуатации и безопасности автономного учреждения Республики Саха-Якутия, музейный комплекс «Моя история». Наградить Савину Александру Николаевну, специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности отдела организационного обеспечения автономного учреждения Республики, музейный комплекс «Моя история». Грамотой Министерства культуры и духовного развития наградить Халланова Александра Алексеевича, специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности отдела эксплуатации и безопасности автономного учреждения музейный комплекс «Моя история». И почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития наградить Амосову Дарью Николаевну, специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности отдела организационного обеспечения музейного комплекса «Моя история». Слово предоставляется Антонине Афанасьевне Григорьевой, заместителю председателя Госсобрания Илтумен Республики Саха. Дорогой Дмитрий Иванович, дорогие гости, уважаемый коллектив исторического парка, от имени парламента республики я горячо и сердечно передаю вам слова поздравления с 5-летним юбилеем. 5 лет для истории – это не срок. 5 лет в истории – это срок, это история. За 5-летнюю деятельность ваш коллектив выделился своей новаторской работой, своими новыми экспозициями, многочисленными проектами и другими. Очень много у вас средств подачи материалов. Вы являетесь самым действительно современным, идущим в ногу со временем музеем. И я благодарю сегодня вас и за то, что наш парламент с вами сотрудничает. Вы представляли свою площадку для проведения многих парламентских мероприятий, открытого парламентского часа, для разных встреч, клубов,
политиков, и молодых политиков, в том числе и многих других. Поэтому я вас сегодня сердечно от имени всех благодарю. Я желаю вам в будущем тоже больших успехов, конечно, новых проектов, реализации их, чтобы успешно проходила также. Желаю много новых незаурядных экспозиций, много посетителей, которые всегда будут уходить отсюда, как и каждый, кто пришел в этот парк, с благодарностью и с восхищением. И всегда говорят, например, когда выходят, я слышу, я приведу своих детей, внуков, я приведу своих гостей, друзей. И много-много таких благодарных слов своих учеников. Вы действительно стали на сегодня центром научным, образовательно-культурным, тем более сейчас с востребованностью патриотического воспитания, усиления его составляющей, роль вашего музея как никогда еще возрастает. Всем вам успехов и разрешите получить тоже ведомственные награды. За многолетнюю плодотворную работу в социальной сфере Республики Саха-Якутия благодарность председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха вручается Павловой Туяре Степановне, заведующей отделом культурно-просветительской и экскурсионной деятельности музейного комплекса «Моя история». Председатель Государственного собрания Илтумен Республики Алексей Ильич Еремеев. Слова Лидии Глазковой, музыка Алексея Калининского, «Российские орлы». Выступает ведущий солист Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Комновича Сивцева-Сурона Малона, лауреат всероссийских и международных конкурсов, народный артист Республики Саха-Якутия Александр Емельянов.
Дорогие друзья, сегодня мы хотели предоставить слово человеку, который лично курировал в правительстве республики в свое время вопрос создания исторического парка «Россия. Моя история» в республике. В настоящее время это заместитель генерального директора акционерной компании «Алрос» Алексей Прокопьевич Дичковский. Добрый день, уважаемые гости, участники совещания, дорогие друзья. Мы все очень любим свою страну, гордимся Родиной. И, наверное, вот исторически Россия формировалась на принципе единства во многообразии. Сегодня каждый человек, каждый народ в нашей стране может изучать свой язык, развивать его, свою культуру, свои какие-то национальные особенности. И при этом мы едины. Мы едины, у нас общая культура, общая история, общие герои, как вы говорили, Владимирович. Я думаю, что вот сегодня этот проект, как «Россия. Моя история», это действительно один из таких, наверное, наиболее эффективных инструментов того, что мы действительно понимаем, насколько мы едины, да? Насколько у нас общая история. И действительно, то, что мы сегодня видим в Якутске, видят в Махачкале, видят в Владивостоке, видят в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге. То есть это действительно то, что мы говорим, единство нашего народа, нашей страны. Наверное, один из таких серьезных проектов последних лет, он был реализован по стране. И вот Дмитрий Иванович рассказывал, насколько у нас такие проблемы были. Я вот представляю, насколько много было у вас проблем по всей стране, потому что многие пошли по пути ремонта, а это был очень такой, условно говоря, путь с большими-большими рисками, и, соответственно, они вызывали, наверное, и требовали большего внимания. И еще раз восхищаюсь этим проектом, восхищаюсь вами и той командой, которая работала. И всегда вы были, мы всегда могли покапризничать перед вами, да, что у нас там сложности, и вы так как-то так по-дружески и всегда поддерживали, давали нам новый глоток свежего воздуха, какой-то надежды, и мы шли вперед. Вот это первое. Второе, вспоминаю, когда вот это решение было принято, здесь написано было 8 декабря, тогда я помню, я ехал на машине, и вот, значит, позвонил из Москвы. И говорит, будет большая выставка, поищи помещение. Пока в такой форме я начал искать помещение, где можно развернуть, пока не понимали всех этих масштабов, в кавычках бедствия нашего, да, поэтому когда, по-моему, Янин в середине декабря совещание делал, и там нам дали конкретные, какие должны быть объекты, высота потолков, общие те задания, почему получили, и поняли, что да, теперь надо строиться. И я помню, и вот ночью мы заходили, я заходил то ли 5 декабря, то ли 26 декабря с предложением достроить данный объект. И он дал добро, и мы просто по своему незнанию и неопытности, я не был строителем, я, условно говоря, всегда отвечал за социальную политику, и, соответственно, из-за незнания мы поставили задачу в октябре запустить этот проект. Это не объект, а проект, потому что такие задачи стояли, мы согласились, и мы на это пошли. Соответственно, как раз на новогодние были выходные, я уехал в отпуск, Дмитрий Иванович оставляет за себя, и говорю, сейчас будешь проводить совещание, все записывай. Проект таким образом пошел. У нас не было ни земли, ни проекта, не понимали, где мы посадим, и, соответственно, 26-го где-то мы стартанули. И этот проект, когда мне не просто надо построить здание, а вот этих малых архитектурных форм, сколько мне память не изменяет, у нас примерно 9000 квадратных метров, по-моему, выстроили внутри, плюс вот эта вся техника. Главное контент. Контент это действительно, федеральную часть формировали, там уже было, а региональную наши коллеги, ученые очень помогли. Как раз в этот период у нас шла серьезная работа по истории Якутии, эта фактура была, и это нам действительно очень-очень помогло. И мы, хорошо, что мы стартанули по всем проектам одновременно, для того, чтобы потом где-то в августе все это упаковать в одном помещении. Это один момент, и реально было понятно, что
сроки короткие, это уже в режиме аврала мы все работали, здесь мы ругались. Страшная сила Дмитрия Ивановича много досталось, наверное, да, по большому счету, но тем не менее режим аврала это, коллеги, это ритмы, да, главное поймать ритм. У нас как американские горки шли. Всплеск, активность работы, потом идет падение, вот этот момент, когда идет нисходящая траектория, надо было поймать, сократить максимально, насколько можно его ужать, опять, чтобы был подъем. И здесь у меня была такая история, что всегда я искал там, чем пугать строителей. Это вот такая, или строитель есть, или нет, пускай не обижаются, чтобы был какой-то мотив такой авральной, опять-таки, героической работе, мы должны были их напугать. И всегда я говорил, Иван Владимирович звонил, говорит, Иван Владимирович, напиши мне письмо, что ты вот такого-то числа приедешь в Иркутск и будешь проверять там ход строительства. Хотя он не приезжал, он приезжал часто, но я просил часто это письмо мне отправлять. И с этим письмом я приходил, там, типа, страшный человек, если приедет, сейчас нам будет всем плохо. И вот иногда вот такими способами мы тоже стимулировали, и к концу сентября мы объект закончили. Конечно, проект делали на коленках, соответственно, землю здесь там были определенные свои обстоятельства, были некие споры с точки зрения, что здесь должно было быть. Но тем не менее земля состоялась. Кроме вот самого объекта и тех проектов, которые внутри есть, мы должны были заниматься и асфальтированием этой улицы Уткина, переносом всех электрических сетей, газовых сетей. Много чего вокруг нам надо было делать. Поэтому это был такой комплексный проект. И вся команда, и строители, и те, кто были задействованы, и формирование контентной части, все участники буквально, все мы справились, и я очень рад. Но я помню, мы тут недели 2 только мыли, да, вот здесь помещение, потому что очень пыльно было. Но у нас был проект, ошибка строительная была по кровле, и когда дожди пошли, у нас вода пошла внутрь. И мы все мафы обратно там перекрашивали и так далее. То есть там своих историй было очень много, но тем не менее это действительно для всей большой команды, которая занимался этим проектом, это история, наверное, успеха. У нас есть там галочка для себя, да, мы справились с таким проектом, очень большим и значимым для нашей страны и нашей республики проектом. Вот как раз коллеги говорили, что Владимир Иванович Тихонов был тогда министром культуры. И мы тут ходили там как раз каждый день, у нас там у меня вечер в 7 часов здесь совещание со всеми строительными, потом там мы контентную часть собирали. И здесь вот как коллеги сказали, музей стал центром притяжения. Во-первых, он не работает, значит что? Он здесь реализует не только федеральный и республиканский контент, а музей стал еще неким центром притяжения для институтов гражданского общества. Мы начали работать там общественными организациями, какими-то интересными объединениями людей. Русское географическое общество, Александр Алексеевич здесь видел. Вот. И действительно, это центр притяжения, когда собираются интересные люди, и, соответственно, вокруг него рождаются новые идеи, новые проекты, и вот все хорошее, которое у нас окружает. Поэтому, Дмитрий Ильич, вам, вашему коллективу, чтобы всегда был ветер в ваших парусах, чтобы вы всегда шли вперед, тот огонь, энтузиазм в глазах, который у вас есть, он никогда не угасал, Иван Ильич, вам всегда поддерживать и будьте очень благодарны, что вы, я вот и рад, что смог сегодня вас увидеть. Спасибо большое. Исторические парки изначально призваны поддерживать и воспитывать любовь к родной земле, к своей родине, особенно у подрастающего поколения. И работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи мы выстраиваем в тесном сотрудничестве с молодежными организациями, конечно же, с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Слово предоставляется министру по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Петру Витальевичу Шамаеву. Дмитрий Иванович, аудитор, добрый вечер. Дмитрий Иванович, уважаемые гости. Конечно же, хочется поблагодарить вас за приглашение и от числа многотысячной армии молодежи, которую вы поддерживаете.
Я еще ни разу не слышал, чтобы данный комплекс отказал какой-нибудь общественной организации в проведении того или иного мероприятия. И вот от числа того многочисленной армии хочется поблагодарить весь коллектив и вас, Дмитрий Иванович, вот с днем рождения. Срок небольшой, но работа, конечно, проведена колоссальная. Патриотическое воспитание в нынешнее время, она, конечно же, заиграла новыми красками. Я, например, никогда не думал, что вот история, она циклична, да, и сделав круг, мы, наверное, окажемся в тех же условиях, в каких были наши дедушки и бабушки перед началом Великой Отечественной войны. Это очень большие вызовы, это зарождает очень много вопросов, особенно у молодого поколения. И, конечно же, такие комплексы, музеи особенно интересны. Вот, мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история», она интересна молодежи, потому что все живо, все двигается, и это новые технологии. И сюда, конечно же, мы приходим за ответами, потому что ответы всегда кроются в истории. Здесь мы находим героев того времени и ставим их себе пример. И, конечно же, вот, говоря эти слова, я надеюсь и уверен, что мы будем проводить еще больше работы с нашей молодежью. И, конечно же, хотелось бы пожелать всему коллективу творческих успехов, чтобы всегда были так же интересны молодежи, как и сейчас, и чтобы мы вместе с вами вот, в нынешних условиях, в нынешних вызовах действительно воспитали ту молодежь, которую можно было доверить наше с вами будущее. С этими словами хочется весь коллектив и, конечно же, Дмитрия Ивановича поблагодарить и наградить ведомственной наградой. Награда относительно новая, и она называется «Сердце патриота». Я думаю, эту награду, конечно же, в первую очередь достойны все вы, каждый из вас, и, конечно же, хочется ее вручить. Пожалуйста. За вклад в дело реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, направленную на социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, наградить почетным знаком имени Федора Кузьмича Попова «Сердце патриота» Соловьева Дмитрия Ивановича, директора автономного учреждения Республики Саха, музейный комплекс «Моя история». Работа со школами, образовательные проекты – одним из главных приоритетов деятельности всех исторических парков. И слово предоставляется заместителю министра образования и науки Республики Саха Владимиру Ивановичу Тихонову. Уважаемый Дмитрий Иванович, Алексей Прокопьевич, Иван Владимирович, коллектив музея, гости, друзья, от имени Министерства образования и науки нашей республики и от себя лично сердечно поздравляю с 5-летием создания музея. Ну вот, как рассказывал Алексей Прокопьевич, тогда под руководством непосредственно Алексея Прокопьевича по поручению нашего главы тогдашнего, нашего уважаемого Егора Афанасьевича, создана была команда. Действительно, был принят такой амбициозный план, но могли бы найти другое здание и чуточку подремонтировать и так далее. И не было и зала республики вот такого, но все-таки той командой было принято решение, очень правильное решение, и мы действительно вот эту задачу под руководством Алексея Прокопьевича, блестяще, думаю, выполнили. Под четким руководством, под кураторством Ивана Владимировича. Мы отвечали тогда, действительно, вот сперва Алексей Прокопьевич мне позвонил, посоветовались, он же
предложил, давайте будущего директора давайте найдем. Есть такой человек, очень грамотный, я его очень хорошо знаю, и есть такой Дмитрий Иванович. И Дмитрий Иванович, помните, вот когда ко мне дошли, так поговорили, и все вот согласовали, и с этого и началось, а мы отвечали за контенты, за содержание контента и так далее, там созданы были там группы рабочие, да, действительно все шло параллельно, и мы не знали, но мы работали. Но как бы глаза боялись, а руки делали. Но огромное спасибо, тогда вот советы были очень четкими, своевременными, и по этому вопросу отвечал от Министерства культуры и духовного развития мой заместитель тогдашний Николай Афанасьевич Макаров, но его нету сейчас. Но действительно, мы вот очень короткий срок, но все-таки справились, срок был сдан, и вот видим тот результат. Действительно, вот со стороны руководства Российской Федерации очень своевременно было принято решение именно вот запустить именно такой проект, но сегодня вот, который мы видим, да, потому что международная обстановка, политическая обстановка, она какова, мой результат той работы, которую, да, мы уже вот сейчас уже пожинаем, но 5 лет вот музей действительно под руководством Дмитрия Ивановича и его командой действительно вот блестяще справляется той задачей. Вот в докладе мы услышали, что вот наш музей «Россия. Моя история», она в числе вот передовиков в целом по этой сети. Мы очень гордимся, я лично очень горжусь, стоял у истоков той команде, которые вот создавали этот музей, мультимедийный парк «Россия. Моя история». А так, сейчас уже вплотную, вот Министерство образования и науки, работаю как раз над этим музеем. Огромное спасибо коллективу музея, что действительно мы очень серьезные проекты, мы действительно на очень высоком организационном уровне, с большим охватом, действительно мы с вами проводим. Огромное спасибо, коллеги, за эту работу, и дальше будем работать. Я уверен, что будут очень хорошие перспективные проекты, и совместно мы будем реализовывать данные проекты. Спасибо вам огромное, творчества вам, здоровья. Фонд развития системы образования и добросовестный труд, благодарственное письмо министра образования и науки Республики Саха вручается Соловьеву Дмитрию Ивановичу, директору исторического парка «Россия. Моя история». Благодарственное письмо министра образования и науки Республики вручается Чуросову Михаилу Викторовичу, специалисту по учету музейных предметов исторического парка «Россия. Моя история». Благодарственное письмо министра вручается Корякиной Виктории Карловне, методисту исторического парка «Россия. Моя история». Слово предоставляется начальнику управления образования окружной администрации города Якутск Марии Петровне Петровой. Алексей Прокопьевич, Иван Владимирович, гости. Действительно, сегодня знаменательный день, и 5 лет пролетели с космической скоростью. И сейчас, вот, погружаясь в экскурс создания парка, я вспомнила почему-то свою поездку в Америку. Это было еще в начале 2000-х. Сейчас об этом не принято говорить, и не принято этим, да, скажем так, об этом сильно рассказывать, но я помню, что тогда я посетила Музей государственности Соединенных Штатов Америки. И
И что меня тогда поразило? Меня тогда поразила, конечно, та мультимедийность яркая, которая была. Здесь, конечно, в Казани такого у нас еще и не было, и не могли мы об этом мечтать. И второе, что меня удивило, это то, что история государственности Америки короче, чем история города Якутска. Не говоря уже о истории нашей великой страны. И тогда вот меня это очень сильно озадачило. Я подумала, почему у нас нет таких замечательных музейных комплексов? Ведь история России, ну это кладезь просто, это вот изучать можно всю жизнь, и еще не все изучить, да? И когда открылся исторический парк «Россия. Моя история», вот для меня это был тогда бальзам на душу, что наконец-то у нас есть достойное учреждение на высоком технологическом уровне, в котором мы можем детям показывать историю, вот как они это и любят, все с визуализацией. Поэтому и город Якутск, и все образование, я думаю, не только города, и республики, мы здесь всегда бываем с большим воодушевлением. А сейчас презентацию, пожалуйста, крутите по ходу дела. Хочу сказать, что сейчас исторический парк за эти 5 лет стал местом притяжения самых интересных образовательных проектов, различных квестов, конференций. И здесь ребята ощущают живой пульс истории. То, что они являются сами частью этой истории и сами создают эту историю. Мы рады тому, что именно такой подбор команды Алексей Прокопьевич в свое время сделал. И ведь кадры решают все, и именно вот эта команда, она смогла оживить и вдохнуть жизнь вот во все это технологическое великолепие, потому что понятно, что именно творческое вдохновение людей позволяет чтобы сделать так, чтобы все это стало действительно вдохновляющим и интересным. И хочу отметить, что в 2018 году музей подписал соглашение с управлением образования города Якутска, по которому сюда в плановом порядке дети приезжали. Но пандемия немножко помешала нам, конечно. Этот налаженный механизм был немного, скажем так, остановлен. Сейчас мы восстанавливаем наше сотрудничество. И мы надеемся на то, что у нас вот за этот год действительно большие произошли изменения качественно в патриотическом воспитании в целом по всей России. У нас теперь есть навигатор детства проект, вот как раз наши координаторы республиканские здесь участвуют. Сегодня мы собирали здесь советников, директоров по воспитательной работе, взаимодействию с детскими общественными объединениями. В субботу мы проводили здесь республиканское мероприятие, республиканский слет патриотических клубов города и республики. И таким образом мы планируем развивать наше сотрудничество по всем возможным направлениям воспитания. Потому что понятно, что детям в школе, конечно, интересно, но всегда хочется чего-то нового. И именно вот здесь и наше дополнительное образование, вот я вижу, и наше муниципальное учреждение дополнительного образования всегда здесь проводит интересные мероприятия, площадки. И мы сейчас, помимо того, что по пушкинским картам собираемся еще наращивать это сотрудничество, но на самом деле мы сейчас видим для себя тоже новое вдохновение, источник вдохновения – это разговоры о важном, чтобы этот всероссийский проект «Разговоры о важном», который еженедельно проходит, он не ограничивался классными кабинетами, а проходил, конечно, и здесь, получается, в центре нашего исторического и патриотического воспитания. И сейчас мы уже продумываем этот график выездов, и та тематика, которую вы видите, она очень созвучна содержанию исторического парка. И я думаю, что данный проект именно здесь, он станет памятным и очень полезным для всех наших детей. Скажу без всякого сомнения, что практически все наши школьники города Якутска до пандемийный период здесь побывали и не по одному разу. И сейчас мы снова активизируем данное общение и
наше сотрудничество. И сейчас я хочу пригласить также Аяна Ильича Васильева, директора школы города Якутска, учителя истории, к тому же и также представителя Якутской городской думы, как председателя комиссии по социальным вопросам, чтобы он уже такую наградную часть взял на себя, а мы со своей стороны обещаем, что лучший подарок на это дети, и мы всех детей города Якутска предоставим в ваше распоряжение. Спасибо, Мария Петровна. Пару слов все-таки хочу сказать. Уважаемые коллеги, конечно, вызывает искреннее уважение, можно сказать, восхищение, что наш исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске занял достойное место среди исторических парков по всей России. И по количеству посетителей, да, я из доклада услышал, Дмитрий Иванович, более 420 тысяч, да, посетителей. Это для нашего маленького города, по населению, для республики, конечно, колоссальная цифра. По количеству проведенных мероприятий, очень разнообразных. Буквально за это короткое время успел посмотреть эту книгу, вашу летопись за 5-летие. Очень интересные, разнообразные, конечно, мероприятия, вызывает уважение. Конечно, искренне хочу поблагодарить вас, Дмитрий Иванович, ваш, по сути, небольшой коллектив, за эту многогранную, такую подвижническую работу. Ну и, конечно, как уже сказали, что я директор средней школы, конечно, хочу сказать, что ваша деятельность, она очень востребована. Именно то, что именно, конечно, это было все в допандемийный период, когда наши учащиеся проводили здесь уроки истории, именно по истории России. Эти современные мультимедийные технологии, конечно, вызывают у них огромный интерес. Не только смотреть учебники, а именно в такой замечательной... Я конечно, очень горжусь, что был Дмитрий Иванович, помните, мы встречались и с нашим городским методическим объединением учителей истории и обществознания, налаживали первые контакты. И помните, наше практически первое мероприятие исторического парка 5 лет назад мы провели круглый стол, именно 100-летия Великого Октября, как раз в таком проблемном ключе, в переосмыслении мы приглашали историков и обсуждали эту тему. И я так, насколько помню, это было практически первое мероприятие в стенах исторического парка после его открытия, если я не ошибаюсь, конечно, да. Пользуясь случаем присутствия высоких гостей из Москвы, с других городов, что бы хотелось сказать. Сейчас Россия находится в сложном таком отрезке своего исторического развития, и именно идеология, она становится востребованной. Сейчас мы же говорим, что у современного российского государства нет идеологии. Я считаю, что это совершенно неправильно. За тысячелетнюю историю у нас же были идеологические принципы, да, те же Москва, Третий Рим, пожалуйста, да, дальше в 19 веке сформулировали православие, самодержавие, народность, пожалуйста, да. В советский период истории это была коммунистическая идея, соответственно. А сейчас мы же без идеологии. И каждый день смотрю телевизор, эту специальную военную операцию, и информационная война, она становится все более важным таким компонентом. И поэтому я считаю, что нашему государству сейчас необходимо сформулировать свою идеологию. И основой должно быть именно патриотическая составляющая. Именно патриотизм должен лечь в основу будущей государственной идеологии Российской Федерации. Я думаю, меня поддерживают многие участники сегодняшнего заседания. Долго не буду отвлекать внимание. Хочу по поручению руководства Якутской городской думы вручить благодарность историческому парку «Россия. Моя история» за вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, за сохранение исторических ценностей, национальных традиций, культуры народов Республики Саха-Якутия. Исполняющий обязанности председателя городской думы Евдокия Ивановна Евсикова. Пожалуйста. Коллеги, в этом году в Якутской городской думе замечательная юбилейная дата. 200 лет назад был основан первый представительный орган
города Якутска, ну тогда еще Якутской области, 200 лет. И в этой связи Якутская городская дума учредила памятную медаль 200 лет представительному органу города Якутска. И вот президиум Якутской городской думы единогласно проголосовал за то, чтобы нашему коллеге, партнеру Дмитрию Ивановичу Соловьеву вручили эту замечательную медаль. Для вручения следующей награды мы вновь предоставляем слово начальнику управления образования окружной администрации города Якутска Марии Петровне Петровой. Почетная грамота управления образования за многолетний добросовестный труд, за вклад в дело музейной педагогики и личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения вручается Жайлаубаевой Саргылане Петровне, организатору экскурсий автономного учреждения Республики Саха, музейный комплекс «Моя история». С большой радостью мы приглашаем к микрофону нашего коллегу, директора исторического парка «Россия. Моя история» в Санкт-Петербурге, Ольгу Олега Александровича Чернягу. Дорогие друзья, коллеги, уважаемые почетные гости, дорогой Дмитрий Иванович, от души присоединяюсь к тем поздравлениям, которые сегодня прозвучали в твой адрес, с заслуженным наградам. От себя лично поздравляю тебя и твой замечательный коллектив с этой первой пятерочкой. 5 лет. В одном измерении это много, но в измерении исторического парка «Россия. Моя история» города Якутска это капля. Но это та капля, которая украсит любую почву. Береги ее, гордись, она заслужена, она выстрадана. И она сегодня еще раз подтвердила этими поздравлениями достойная этого учреждения, которое всего лишь за 5 лет, я не знаю, воссоздан в этих голых полях, рожденный за 7 месяцев, ты стал доминантой своей республики, столицы своей. И это чудеса, которые творятся, вокруг целого микрорайона вырос. Конечно, это радость для тех новых жителей. И сегодняшние заслуженные слова, сказанные уважаемых, почетных, ответственных, приглашенных, имеющих должностные права своей администрации, это подтверждает. Дорогой Дмитрий Иванович, в гости приезжает тоже с подарками. Позволь нам вручить наш драгоценный платформ императорского завода с композицией «Мосты Санкт-Петербурга». И мы не будем ее открывать, но я хочу пожелать тебе, дорогой Дмитрий Иванович, чтобы в твоей жизни были те мосты, которые помогут тебе идти дальше. Пусть будут, я не знаю, те попутные возможности, которые помогут вспомнить Ленинград, Санкт-Петербург. С удовольствием ждем тебя на нашем 5-летии. Поздравляю! Для выступления на тему «Роль исторических парков «Россия. Моя история» в сохранении военно-патриотического наследия России» слово предоставляется нашему коллеге, директору исторического парка «Россия. Моя история» в городе Новосибирск, председателю Совета регионального отделения Российского военного исторического общества в Новосибирской области, кандидату исторических наук Алексею Олеговичу Пронину. Дорогие друзья, дорогой Дмитрий Иванович, мы только что решили немного скорректировать. На самом деле патриотическое воспитание
это очень важно, но говорить сейчас, да, там, о конкретных примерах, подробностях я не буду, я ограничусь кратким выступлением и поздравлениями. Я думаю, так будет правильнее. Поэтому презентацию можно выключить. Говоря о военно-патриотическом воспитании, вы знаете, на самом деле действительно здесь говорили и про чудо, и про события, и про важность. Так вот мы с вами все в этом чуде участвуем. Вот создание сети исторических парков «Россия. Моя история» на территории Российской Федерации, пока в 24 регионах, это действительно чудо. Это, наверное, события такого порядка, которые приходят в нашу страну на переломных этапах. Когда есть очень серьезные вызовы, которые стоят перед народом, перед обществом, когда и в нашем случае, да, молодому поколению какие-то исторические моменты, события, наследие прошлого начинает казаться чем-то далеким, да, кажется, что время героев, оно где-то там, в прошлом, далеко, вот рядом с дедушкиными медалями, в лучшем случае. Вот. Про это кто-то не думает редко, да, и вот повседневная жизнь, суета, да, погоня там, за успехом, за какими-то навязанными идеалами, оно становится, если не угрозой, то как минимум вызовом, стоящим перед нашим народом. И в этот период появляется невероятный, да, по своей сути, по своему масштабу, по содержанию проект, который действительно оказывается на гребне волны, который имеет абсолютно актуальные, нужные, новые средства коммуникации и проект, через который наше историческое наследие, оно действительно преломляется и начинает играть яркими красками, новыми гранями. И даже музейный предмет, а мы вот сегодня этому подтверждение видели, скажем, на выставке, посвященной столетию республики, даже музейный предмет, попав вот в это вот мультимедийное обрамление, он абсолютно по-другому воспринимается, выглядит, и он отдает посетителю абсолютно другой объем информации. Не просто, да, надпись на этикетке. Это действительно уникальное, вот, да я бы не побоюсь этого слова, это уникальное оружие, которое сегодня есть у нашего государства на вот этом историко-патриотическом фронте. И действительно, исторические парки «Россия. Моя история» за эти 5 лет оказались на вот этой вот исторической, культурной передовой, связанной с сохранением нашего наследия. Но не просто с сохранением, а с донесением наследия нашей великой страны нашей смене, нашим преемникам, да, нашим современникам. Словом, всем нам. И этот проект действительно очень нужен и важен. И вот в нашей деятельности мы, когда Дмитрий Иванович меня пригласил, мы собирались, подумали, что подробно поговорим про военную историю, про ее сохранение, про роль и значение исторических парков в этом. Но мне кажется, что да, военная история — это неотъемлемая часть нашей великой истории, и очень сложно, наверное, посчитать, вспомнить длительные периоды, когда наша страна не воевала, не вела боевых действий. На самом деле, период после Великой Отечественной войны — это один из самых длинных периодов мира. Да? И то часть наших соотечественников, деды, отцы воевали и в Афганистане, и в локальных конфликтах, и в горячих точках. В это, казалось бы, длинное мирное время. И вот сегодня перед нашей страной, да, на пороге новый враг, новый старый враг. Оживают старые названия, как будто фронтовую хронику сегодня смотрим. Да? Снова по украинским степям, да, и по нашим регионам, новым вернувшимся к нам регионам, едет техника с вот этими знакомыми по фронтовой хронике или фильмам про войну крестами на броне. Да? Звучит там и иностранная речь, стреляет иностранное оружие.
Но и мы видим, что бывает с той стороной, которая свою историю забывает, которая забывает, упускает это из внимания, а потом эту страну лишают даже традиционных средств и способов коммуникации с подрастающим поколением, подменяя свои ценности другими. И, конечно, работу исторических парков, я думаю, в этом ключе переоценить очень сложно. И военная история, как органическая, как неотъемлемая часть нашей единой исторической ткани нашего государства, она, конечно, в фокусе, вот коллеги, надеюсь, меня поддержат, она, конечно, в фокусе работы наших исторических парков. Это выставки, посвященные художественному наследию Великой Отечественной войны, образов героев в живописи, в скульптуре, память поколений. Это выставки, которые мы проводили в наших исторических парках, связанные с работой поисковых отрядов. Это в рамках развития регионального компонента исторических парков. Это память о фронтовиках, об их наследии. Это память о действиях ограниченного контингента советских войск в Афганистане и о многих-многих других вопросах. И вот в этой связи меня здесь представили в двух ипостасях, и как член Российского военно-исторического общества, вот говоря за свое региональное отделение, могу сказать, что да, для нас тесное, максимально тесное сотрудничество, коммуникация, взаимодействие с историческим парком — это действительно важная, ну, наверное, самая актуальная часть работы регионального отделения военно-исторического общества. Ну а для исторического парка это, конечно, очень тесный способ коммуникации, связи с представителями силовых структур, с Федеральной службой безопасности, с войсками Национальной гвардии, службой войск Национальной гвардии Российской Федерации, армией России, да, Министерством обороны. И вот здесь опять же Россия, моя история — это та точка роста, та точка сборки, которая открыла новые горизонты патриотической, воспитательной работы, и которая дает нам надежду, что наша великая история, она не просто останется вот неким экспонатом в музее, да, но наша великая история, она будет жить, она никогда не умрет, и она будет передаваться из поколения в поколение, из сердца в сердце. И то, что сегодня, вот я очень горд, что мне удалось попасть сюда, да, что у меня есть возможность поздравить Дмитрия Ивановича в твоем лице весь коллектив исторического парка Республики Якутия. И действительно пожелать вам новых успехов, потому что в вашей суперпрофессиональной работе, которую мы сегодня видим, да, можно пожелать только новых высот, которых вы без сомнения достигнете. С 5-летием. А в качестве подарка хочу воспользоваться случаем и предложить подумать в следующем году привести в Якутию масштабную выставку из нашей коллекции политической карикатуры 30-х годов предвоенного периода одного из крупнейших сибирских художников Григория Ликмана, который был штатным художником окружной газеты «Красноармейская звезда». Это газета Сибирского военного округа. И была она во всех уголках и Сибири, и на Дальнем Востоке в том числе. И вот в этой карикатуре мы еще раз увидим, насколько история движется по спирали, как говорят, насколько похожи те грозные события на то, что происходит сегодня. Спасибо. Спасибо, Алексей Олегович. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы бы хотели предоставить слово нашему постоянному партнеру, социальному партнеру, наставнику молодого поколения, с которым у исторического парка с самых первых дней сложились очень тесные, плодотворные отношения, заслуженному юристу Республики Саха-Якутия, председателю общественной организации войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха, члену Центрального совета Всероссийской организации ветеранов Вильяму Ачировичу Иванову.
Вообще, ну как сказали, я представляю общественный институт, это Республиканский совет ветеранов, он в то время является и филиалом всероссийской организации. Значит, среди первых посетителей этого музея исторического, мультимедийного, по приглашению Дмитрия Ивановича были как раз ветераны и пенсионеры республики. Как раз у нас проходила конференция, и мы сюда их привезли на автобусе. Конечно, они были, если мягко сказать, шокированы, когда зашли в эти залы и ничего нету. Экспонатов нету, ничего, никаких там мумий и так далее. А когда все включили и экскурсоводы начали показывать, как это работает и как это все делается, это, конечно, вызвало огромный интерес. Интересно то, что этот музей работает без долгих, муторных докладов. Все сразу очень экспрессивно, очень оперативно можно посмотреть, работая одним пальцем при помощи комментариев гида. И вы знаете, что интересно? Конечно, я тоже попытался войти в тему сегодняшней встречи. Совещание освежил память. Оказывается, официально первым музеем российского государства считается Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Это вот товарищи сами подтвердят, которая государем Петром I была создана в 1714 году. И в уставе этого учреждения было указано, для чего она создается, Кунсткамера эта. Для получения и знаний. И вот прошло более 3 веков, 300 с лишним лет, а цель преследуется одна. Цель этого музея та же самая – получение и знания. И когда сюда приходит молодежь, это здорово. Вот мы, когда здесь проводили мероприятия, всегда старались, чтобы присутствовали не просто ветераны, пенсионеры, а именно всегда, чтобы были рядом молодежь, молодое поколение. Конечно, те проекты, которые создаются специалистами этого музея, очень креативные, очень высокопрофессиональные. Могу привести один пример, когда вот здесь презентовалась книга, которая говорила о участии народов, населяющих Якутию, Якутскую губернию, в Первую мировую войну. Очень интересный проект был, да и содержание книги было интересно. И особенно молодежь удивилась, что, оказывается, якутяне тоже принимали участие в Первой мировой войне, защищая интересы российского государства. И среди них было очень много из местных жителей кавалеров Георгиевского креста. Это высшая военная награда. И среди них была еще одна женщина, уроженца Татинского района, которая добровольно пошла в действующую армию. Оказывается, была в составе женской батальона, который фильм прогремел в России, «Батальон смерти» назывался, получила ранение, заслужила Георгиевский крест и вернулась на родину в Татинский район. В последнее время вот нашли место ее захоронения, это очень интересное событие, и это вот все с помощью вот тех проектов, которые проходят через площадки этого музея. И кроме того, я думаю, все мероприятия, которые здесь уже говорилось, они проводятся для молодежи. В целях именно одной главной, которая поставлена президентом Российской Федерации, патриотического воспитания. Конечно, можно дискутировать, и я вполне согласен, что идеология должна быть государственная. Но для этого, уважаемые, нужно менять пункт 2 13 статьи Конституции, в которой действительно указано, что никакая идеология в России на сегодня не может быть государственной, либо другого направления обязательно. Вот это затрудняет нашу общественную работу, очень затрудняет. Мы, конечно, работаем в направлении патриотизма, но когда у самого государства нет вот этого стержня государственной идеологии, это очень трудно. Я бы хотел пожелать музею дальнейшей совместной работы. У нас предстоит очень большая работа, приближается уже не за горами 80-летие Великой Победы. К сожалению, у нас осталось
очень малым участникам Великой Отечественной войны, солдат Победы, которые могли бы сюда прийти. По возрасту они уже не могут посещать такие мероприятия. И нам нужно что-то новое такое вот придумать, чтобы все-таки они каким-то образом это участие принимали в тех мероприятиях, которые вот уже с одной из встреч прозвучало из уст президента Российской Федерации, что это должно быть не только просто историческое событие, а должно быть международного масштаба события. Поэтому я пожелаю коллективу музея всего самого доброго, здоровья, оптимизма, профессионализма и, естественно, чтобы у вас были не только количественно, но и качественно очень хорошие посетители. Вот поэтому я передаю от имени президиума наше благодарственное письмо руководителю Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович, пожалуйста. Надеемся на дальнейшее. Я встречаюсь с нашим веком новым, радостным и вдохновенным словом. Молодой, пою в честь просвещения и надеюсь, что услышат пение старшие в своем пути суровом. Платон Айонский. Вас поздравляет подрастающее поколение Якутии, танцевальный ансамбль «Кюн Мече» детского подросткового центра и воспитанники кадетской школы «Кадетский вальс». Кадеты, российская гордость, любовь и надежда.
Дорогие коллеги и друзья, на этом наше межрегиональное совещание завершает свою работу. Мы просим пройти вас всех на общее фотографирование сначала, потом просим спуститься на фойе первого этажа на небольшой фуршет по случаю 5-летия исторического парка «Россия. Моя история». Желаем вам больших успехов в делах, крепкого здоровья и счастья и благополучия.